Наступил туристический сезон, и хотя он пока не в самой активной своей фазе, это обстоятельство поставило ряд задач, которые должны решать различные службы и ведомства. В их числе готовность медучреждений Абхазии к летнему сезону. Именно эту тему недавно обсудили в Минздраве с главврачами городских и районных больниц республики. Что включает в себя готовность к летнему сезону, если с точки зрения Минздрава рассуждать? Каковы требования к медучреждениям в этой связи? Об этом поговорим с начальником управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Баталом Кация. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Итак, что включает в себя подготовка? Ежегодно она отличается ли от того, как это проходило, скажем так, ранее? Что бы вы могли рассказать? Подготовка к летнему сезону в части, касающейся Министерства здравоохранения, она всегда подразумевает, прежде всего, это повышенную готовность, скажем так, чем обычно, лечебных учреждений в рамках готовности медицинского персонала, укомплектованности персонала, укомплектованности по расходным материалам, лекарственным препаратам, и, естественно, это транспорт. Вот все, что этого касается. Насколько я понимаю, это то, что постоянно делается Минздравом и круглый год. Чем отличается именно вот этот сезон? То есть в какие-то места становятся более тонкими в этот момент? Или почему именно такая формулировка «курортный сезон», и было целое совещание этому посвящено? Да, отличие оно заключается в том, что в этом году, во всяком случае, ожидается больший наплыв туристов. Соответственно, мы рассчитываем на то, что нагрузка, естественно, увеличится на медицинские учреждения. Более того, чаще всего и больше нагрузка идет на, западный район, плюс город Сухум, естественно. Поэтому, собственно говоря, на совещании в основном присутствовали это руководители, районных больниц Гагры, Гудаутского района, и, соответственно, Сухума. Плюс еще, усилия и упор делался на инфекционные отделения больницы. Угу. Вы сейчас сказали о том, что упор на инфекционное отделение, понятно, наверное, в связи с чем, тем не менее, если бы вы расшифровали, было бы еще лучше. Что еще, с какими еще проблемами, какие еще, скажем так, медицинские сферы и специализации наиболее загружены в этот период? В рамках этого совещания мы, во-первых, обсудили потребность медицинских учреждений дополнительно в персонале, то есть какие специалисты необходимы на усиление лечебных учреждений. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, хотелось бы, чтобы наши лечения были укомплектованы всеми специалистами, но иногда бывает, когда узких специалистов, например, их не хватает. Поэтому, учитывая это, в рамках своего посещения Российской Федерации министр здравоохранения встречался с господином Фисенко, это первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. В рамках этого посещения и обсуждения, собственно говоря, прорабатывался вопрос дополнительной помощи. Она представлять будет собой командировку, собственно говоря, для усиления лечебных учреждений Республики Абхазия в летний период специалистов, которых, собственно говоря, попросит, можно сказать, Министерство здравоохранения Абхазии. Поэтому этот вопрос прорабатывался, перед лечебным учреждением были поставлены задачи проработать и, собственно говоря, предоставить перечень этих специалистов. Это первое. Плюс еще, соответственно, это очень важное значение, все мы понимаем, имеет это лекарственное обеспечение. Лекарственное обеспечение в районных учреждениях, естественно, они планируются, и объемы, и, ассортимент, он планируется местными районными администрациями, но в рамках Министерства здравоохранения существует программа, которая учитывает дополнительную потребность, которая бывает в летний период. Поэтому есть резерв финансовых средств. Если вдруг понадобятся какие-то дополнительные размеры помощи, будь то там финансовые или какие-то другие, собственно говоря, на это есть резервы, чтобы обеспечить районные больницы
которые будут в этом нуждаться. Вы сказали о том, что российские специалисты приедут сюда работать. Вот этот десант, как в СМИ назвали, вот этот отряд специалистов, он приедет в какую-то определенную больницу или будет распределен по разным медучреждениям? Нет, мы планируем распределить их по различным учреждениям. В основном туда, куда будет именно направлен вот этих поток как прогнозируемых пациентов, скажем так. Вот, поэтому это в основном пока мы рассчитываем на город Сухум и, значит, районы западной части республики. А количество человек уже определилось? Ну, в общих чертах, да, это порядка там 12-15 человек. В основном это специалисты узкого профиля, то есть это реаниматологи, в том числе и детские, инфекционисты и терапевты. Угу. Я до этого задала вам вопрос. Кроме того, вот, что у нас здесь бывает то ли акклиматизация, так у людей проходит, то ли, как говорится, жарко, съели что-то не то и так далее. Кроме вот таких отравлений, какие еще риски заболеваемости, какими заболеваниями здесь, в Абхазии, могут преследовать туристов? Ну, вы правильно перечислили, это в первую очередь отравление, но из инфекционных заболеваний это те, которые, собственно говоря, передаются через воду, обычно детки, и взрослые иногда тоже бывают, которые, в основном это немытые руки, это первая причина, вот, то есть включая сальмонеллез и кишечные инфекции вирусного характера, но и наглотавшись, естественно, теплой морской воды. В этом плане даже не столько акклиматизация, сколько один из самых больших, я думаю, плюсов, это то, что входит в календарь прививок. У нас, то есть это прививки в детском возрасте, которые защищают именно наше детское население от основных инфекций, которые могут детки получить путем проглатывания, скажем, заглатывания вот этой морской воды. Но у нас, в отличие от Российской Федерации, значит, эти прививки есть. В Российской Федерации в этот календарь прививок конкретно эти прививки некоторые не входят. Поэтому этим мы отличаемся, я считаю, в положительную сторону. А что касается различных, я имела в виду другие заболевания, может быть, травмы, что-то еще, солнечные удары. Я думал, вы имеете в виду, да, в рамках инфекции. Ну, в основном это то же самое, также список, как и везде. То есть травматизм, само собой, плюс еще учитывая там жаркую погоду, старшее поколение особенно, иногда бывают сильные перегрузки, но это всякие состояния, связанные с кардиологическими проблемами. Ну, в основном это травмы и кардиология. Угу. Ну вот, если так чуть абстрагироваться от самой готовности, что бы вы туристам, которые собираются сейчас в Абхазию, посоветовали вот с точки зрения сохранения своего здоровья? Ну, в первую очередь, конечно же, это мыть руки перед едой. Обязательно. Вот, потому что это, наверное, самая первая причина поступления в лечебное учреждение. Вот, беречь себя от перегрева на солнце. Вот, я, в том числе как онколог, хочу всем сообщить о том, что прямые солнечные лучи любят очень загорать и так далее. На самом деле сильный загар – это ожог кожи. Поэтому охранять себя от прямых солнечных лучей по возможности, от перегрева, и пить много жидкости, потому что иногда бывает, когда люди посещают курортные зоны, особенно старшее поколение, они пьют мало жидкости, вследствие этого происходит дефицит воды в организме, собственно говоря, обезвоженный, который может приводить к неприятным последствиям.
Ну, вот это вот основные. Что касается купания, там, заплывов, походов куда-то в различные там местности повышенной опасности, это как у нас вот бывает. А у нас же есть, ну, если там, допустим, человек как-то повредил свое здоровье, вот это вот оперативная, скажем так, помощь, как может поступить? Насколько быстро? Ну, в этом плане у нас очень замечательно работает наше, значит, Министерство по чрезвычайным ситуациям, наш МЧС. Они в этом плане и нам очень помогают, очень оперативно работают. За это им большое спасибо. То есть, в первую очередь, что бы ни случилось, не надо заниматься самолечением. В первую очередь обратиться в ближайший медпункт, либо позвонить в скорую помощь. Я вас уверяю, она оперативно доставит любого человека в медицинское учреждение, где ему будет оказана адекватная квалифицированная медицинская помощь. Не заниматься самолечением, подчеркиваю. Как в наших больницах, поликлиниках будут принимать туристов в случае их обращения? Какие документы, может быть, нужны или не будет таких проволочек? Если пациент... На самом деле проблем с этим особых никогда и не было. То есть если пациент поступает на скорой помощи, он может быть вообще без документов в принципе. Эта помощь ему в любом случае окажется. А что касается документов, ну, желательно, конечно, при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Чаще всего это паспорт. Вот. Ну и если это какое-то плановое обращение, он может также обратиться в любое медицинское учреждение, значит, будь то поликлиника или больница, вне зависимости от того, то есть гражданин какой он страны, и там ему будет оказана помощь. Если говорить о том, как должны быть укомплектованы, я имею в виду там, различными реагентами для проведения анализов или каким-то оборудованием, да, в летний сезон, в сезон, когда будет наплыв людей, вот что с этой точки зрения должно быть, вот, чтобы сказать, что вот это медучреждение готово к приему людей? Ну, в принципе, это плановая работа, на самом деле, что касается материально-технического обеспечения и расходными материалами, в том числе медицинских учреждений. Она нами проводится регулярно, и по мере возможности мы усиливаем каждое медицинское учреждение. Но что касается именно готовности, я думаю, в принципе, были обсуждены некоторые моменты с руководителем лечебных учреждений, и их потребности именно в рамках материально-технического обеспечения, они тоже рассматриваются. Поэтому, я думаю, те лечебные учреждения, которые принимали участие в совещании, это вот в основном Сухум город и, значит, западный регион, Гудаутский район, Гагаринский и Сухумский район в том числе, они будут необходимым обеспечены. То есть всем, чем необходимо. Естественно, мы, возможно, не сможем покрыть все потребности, если будет, да, большой наплыв, но во всяком случае тем, чем будут располагать лечебные учреждения, что в наших силах, мы приложим максимальные, конечно, усилия для того, чтобы все прошло хорошо. Значит, с точки зрения лекарственного обеспечения, технического обеспечения кадрами, все в порядке, я так понимаю. В чем вообще сложность? Есть ли такие проблемы достаточно серьезные, над которыми приходится работать и как бы поломать голову и так далее? Ну, точно так же, как и в любое министерство, да, мы всегда хотим, чтобы наш бюджет увеличивался, и поэтому, да, тут, как говорится, для совершенства нет никаких границ. Поэтому мы упор, во всяком случае, делаем сейчас, в том числе и во взаимоотношении с Российской Федерацией, с нашими коллегами. Хотим усилить наши медицинские учреждения в первую очередь это тем, что будут проходить повышение квалификации на месте здесь. Мы в этом плане ведем переговоры с Академией постдипломного образования, и все желающие доктора, которые хотят повысить квалификацию, в том числе их руководители, эти списки уже утверждены, поэтому мы рассчитываем на то, что
это будет проводиться здесь. То есть без выезда за пределы республики приедут сюда коллеги для этого. Более того... Уже летом, вот сейчас в течение 3 месяцев этих? Нет, это не в течение 3 месяцев. Это как бы в плановом порядке будет поэтапно проходить, потому что там в первую очередь будут проходить 5 основных направлений. То есть это там, перечислять сейчас не буду. В общем, это плановая работа, она проводится. Вот. Что касается еще некоторых вопросов, которые хотелось бы осветить, в том числе были переговоры с Российским медицинским университетом имени Сеченова, академия сейчас, которая называется, да, они готовы с нами взаимодействовать, готовы продвигать науку абхазскую, скажем так, чтобы наши претенденты на соискание ученых степеней могли там защищаться. То есть это тоже очень важный момент, о котором надо думать, хотя сейчас в мире по-разному относятся к науке, но тем не менее мы это всегда учитываем, и для нас это важно. А с какой нагрузкой на данный момент и предполагается во время активного турсезона будут работать абхазские медики? Я сейчас не говорю о тех, кто приедет в помощь, да, но основной удар будет держать все равно наш медицинский персонал в наших медучреждениях. И может ли как-то Минздрав эту проблему с чрезмерной нагрузкой помочь решить? Если не говорить, опять-таки, о приезде. Да, мы не первый раз сталкиваемся с нагрузкой, в том числе и в летний сезон. Но, как показала практика, мы справились и с более серьезной нагрузкой, которая была связана с ковидом и с этой пандемией. То есть мы смогли мобилизовать силы, необходимые для того, чтобы достойно держать этот удар. Более того, понимаем, что нагрузка будет серьезной. Я думаю, в 2, даже в 3 раза может увеличиться нагрузка на, отдельных специалистов. Но, во всяком случае, руководители должны будут подумать, каким образом можно будет этих людей поощрять, в рамках законодательства. Более того, если будет необходимость, мы сможем перегруппировать, скажем так, свои силы, если нужно будет в помощь лечебным учреждениям некоторых, у которых будет нагрузка, мы сможем командировать некоторых специалистов из других, менее нагруженных регионов туда, где большая нагрузка. Как будут взаимодействовать во время сезона медики России и Абхазии непосредственно в своей работе, которую будут проводить, допустим, какой-то случай один медицинский, второй медицинский, и как все это сейчас видит Минздрав, эту схему, эту связку? На самом деле очень много держится на личных контактах, причем это очень важно, это было всегда, я думаю, это всегда будет актуально. Уже существуют хорошие дружеские связи с нашими коллегами, которые уже приезжали сюда и помогали, которые еще раз хотят приехать, да, они такие энтузиасты в хорошем смысле слова. Поэтому с ними поддерживаются контакты, и с другими коллегами тоже, даже которые не посещали Абхазию, у нас хорошие отношения и с медицинскими учреждениями. То есть в случае, если нужна какая-то консультативная помощь, да, или, допустим, телемедицинская связь для консультации, это существует, они всегда готовы. Мы очень в этом плане им благодарны. То есть проблем с тем, чтобы консультативно или по какому-то другому вопросу связаться с нашими коллегами, абсолютно никакой нету. В этом плане у нас очень хорошие, добрые, традиционные взаимоотношения. Когда приедет этот десант, где их расположат, да? Этот вопрос, персонал этот вопрос прорабатывается пока еще, да, технические детали. Это пока проект, и в ближайшее время он будет реализован. Уже после того, как он будет реализован, во всяком случае, на бумаге точно, с окончательными датами, я думаю, тогда уже будет видно, где мы будем располагать. На самом деле вариантов и раньше было достаточно. То есть и некоторые
наши коллеги готовы были расположиться непосредственно в лечебных учреждениях. Да, даже так, да, и такое бывало. Бывало, когда они располагались там в частном секторе, мы в этом плане им тоже помогали. Вот. Либо, когда непосредственно учреждение, которое их направляло, оно, значит, само об этом заботилось, предоставляя командировочные расходы и так далее. То есть их приезд предполагается уже вот-вот? Ну, в принципе, да. В этом месяце? Да, сейчас вопрос обсуждается, планируем, что да, пока мы, собственно говоря, это не так актуально, как может быть, поэтому какой-то гандикап, то есть запас времени у нас есть, пока мы справляемся вполне, поэтому это, скажем так, отсроченная экстренность такая. Когда шло совещание с руководителями медицинских учреждений, кроме того, что Минздрав говорил о каких-то там рекомендациях и прочее, что говорили сами представители медучреждений? Ставили ли они вопросы перед Минздравом? Ничего касались эти вопросы, если были таковы? В принципе, тема была утверждена, так-то в рабочем порядке мы каждый день на связи, решаем необходимые вопросы материально-технического обеспечения в том числе. Вот. Я думаю, многие, наверное, знают, проблема возникла недавно по вопросу республиканской больницы, да, рентген-оборудования, этот вопрос решен. В ближайшее время приедет бригада техников с соответствующим оборудованием, и, в принципе, этот вопрос закроется. Вот. А так, что касается всего остального, чаще всего это вопросы, связанные с вывозом пациентов за пределы Республики Абхазия. Кстати, как это будет, эта работа проводиться? Это проводится работа постоянно, да, то есть по необходимости. Если в этом возникает необходимость, то, соответственно, значит, врачи лечащие, они ставят в известность руководство, мы согласовываем этот вопрос. Если нужна необходимость и поддержка Минздрава, то, соответственно, тогда мы планируем этот выезд, собирается бригада и, соответственно, выезжает. Если бывают случаи, когда наше вмешательство не нужно, и тогда лечебное учреждение само связывается непосредственно с лечебным учреждением в Российской Федерации. Чаще всего там это город Сочи. И они обговаривают этот вывоз, планируют, формируют бригаду у себя, и пациента вывозят. То есть ничего особенного не предвидится. Единственное, что, возможно, понадобится формирование дополнительной бригады для того, чтобы производить этот вывоз. А в остальном все в штатном режиме. Будут ли обслуживать туристов в наших больницах, поликлиниках бесплатно, вот наравне с гражданами Абхазии, или это по другой системе все будет? Нет, на данный момент у нас медицина в Абхазии бесплатная, никаких тарифов не утверждено в этом смысле, поэтому все будет происходить в рамках абхазского законодательства, то есть пациент обратился, ему оказали помощь бесплатно в том объеме, в котором может это сделать лечебное учреждение. То есть никаких там, то, что там иностранные граждане, Нет. или что-то, ничего, Нет. Ничего не касается этого. Так, и, может быть, какие-то еще вопросы ставились на совещании, было бы интересно узнать и о том, что это за вопросы, и как пытается их решать. Я думаю, что основные вопросы мы уже с вами, в принципе, обсудили. Ничего там особенного, дополнительного не было. Вот, так как работа эта постоянно проводится, в принципе, и сейчас она особо чем-то не отличается, кроме как дополнительными нагрузками, которые мы прогнозируем. А так, в принципе, это работа ежедневная Минздрава, поэтому здесь для нас ничего особенного, сверхъестественного не было. Сейчас уже чувствуется наплыв людей или пока еще нет таких ощущений у наших медиков? Что... У медиков, слава богу, пока таких ощущений нету. Хотя мы понимаем, что уже
в Гагринском районе, в Кудаутском, да и в Сухуми тоже. Вот уже больше туристов, но, слава богу, пока, может быть, и погода тоже влияет, когда жаркая погода, сейчас больше начнут люди купаться и так далее, соответственно, возможно, будет больше поступлений, но пока, слава богу, этого нет. А в связке с какими службами Минздрав работает для того, чтобы эффективнее быть на страже здоровья людей? Ну, в принципе, со всеми службами мы контактируем, с экстренными имеется в виду, да, это и с Министерством внутренних дел, и в первую очередь это и с Министерством по чрезвычайным ситуациям, которые нам действительно очень помогают иногда, когда, допустим, пострадавший пациент, нужно его вывозить за пределы республики, они могут и своими силами это сделать по согласованию, в том числе Министерство социального обеспечения и демографической политики. Ну и Минтур, наверное, в какой-то степени. Министерство туризма, тоже мы с ними взаимодействуем. Ну, сейчас просто перечислять всех не имеет смысла, но с экстренными со всеми, ну, а с остальными, естественно, в плановом порядке и в рамках совещаний в кабинете министров тоже это проводится. И последний такой вопрос касается СЭС, да, насколько вот эта служба будет загружена в этот период, как вы прогнозируете, и есть ли еще вот эти заболевания типа ковида, да, которые вот вроде бы и прошли, но тем не менее, может быть, есть какие-то случаи? Нет, отдельные случаи ковида фиксируются до сих пор, вот, но, слава богу, таких тяжелых случаев уже давно не было, с осложнениями имеется в виду. Нет, а так именно ковид периодически фиксируется, но не массово, слава богу. Поэтому, ну, в любом случае, наша санэпидемслужба, она на страже, вот, и в том числе и сегодня проводилось рабочее совещание у министра с Беляевой Аллой Ивановной, руководителем службы. Поэтому в этом плане они всегда на чеку. Да, у них будет, конечно, больше нагрузки, они должны будут делать заборы воды, ну, и не только, да, в местах посещения людей. То есть у них огромная работа, но они, в принципе, со своими планами всегда справлялись. Надеемся, что и в этом году все пройдет хорошо. Спасибо вам большое, спасибо за интервью. Спасибо вам.